Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. Ну и к основным новостям к этому часу. Внимание зарубежных средств массовой информации приковано к городу Душанбе, где в эти дни проходит чемпионат Азии по велоспорту на шоссе. В числе почетных гостей президент Международной федерации велосипедного спорта Давид Лапартиен и президент Азиатской конфедерации велоспорта Осама Аль-Шафар, которые выразили свою благодарность основателю мира и национального единства, лидеру нации, президенту республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, и председателю Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателю города Душанбе, уважаемому Рустаме Эмомали, за всестороннюю поддержку. В соревнованиях принимает участие более 400 представителей из 27 азиатских стран. Чемпионат проходит среди молодежи до 19 лет, до 23 лет, взрослых и спортсменов с ограниченными возможностями. Сегодня в четвертый день чемпионата Азии по велоспорту на шоссе прошли общие индивидуальные соревнования. Мужчины, возрастная группа 23 года, 130 километров. Общие индивидуальные соревнования мужчины, молодежь 111 километров и общие индивидуальные соревнования среди женщин, молодежь 61 километр. Тем продолжит Шалу Бердиева. Стремительное развитие Душанбе позволило в короткий срок превратить столицу страны в безопасный город, комфортный для проживания горожан и приема гостей, проведение спортивных соревнований международного уровня. Участие в чемпионате Азии по велоспорту на шоссе спортсменов из 27 стран континента свидетельствует о том, что Таджикистан является безопасным государством и здесь созданы благоприятные условия для развития различных видов спорта. А проведение данного чемпионата станет демонстрацией возможностей Таджикистана и, более того, придаст серьезный импульс для дальнейшего развития в стране велоспорта. В дни проведения чемпионата по велоспорту на шоссе в городе Душанбе состоялся Конгресс Конфедерации велоспорта велосипедистов. В ходе своих выступлений президент Международной федерации велосипедного спорта Давид Лапартиен и президент Азиатской конфедерации велоспорта Осама Аль-Шафар рассмотрели вопросы, связанные с велоспортом и его развитием в регионе. Также состоялся обмен мнениями о развитии велоспорта и в ходе чемпионата Азии по велоспорту на шоссе, который проходит в столице страны. Президент Международной федерации велосипедного спорта Давид Лапартиен и президент Азиатской конфедерации велоспорта Осама Аль-Шафар выразили свою благодарность основателю мира и национального единства, лидеру нации, президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону и председателю Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателю города Душанбе, уважаемому Рустаме Эмомали за всестороннюю поддержку. В ходе Конгресса почетным гостям преподнесли в дар национальные золотошейные халаты в знак уважения и таджикского гостеприимства. В четвертый день чемпионата Азии по велоспорту на шоссе прошли общие индивидуальные соревнования мужчины, возрастная группа 23 года, дистанция 130 километров. Общие индивидуальные соревнования мужчины, молодежь на дистанцию 111 километров и общие индивидуальные соревнования среди женщин, молодежь 61 километр. Так, в общих индивидуальных соревнованиях среди женщин, молодежь на дистанцию 61 километр золотую медаль завоевала спортсменка из Узбекистана, серебряную и бронзовую медали получили спортсменки из Казахстана. Это радость, но я пока еще не могу понять, что я выиграла, но я очень счастлива. А мы, получается, уехали в отрыв, проехали примерно около 40 километров в отрыве, и в конце был спринтерский финиш. Я, получается, выиграла. Ну, я настраивалась, конечно же, на золото, потому что золотая медаль – это очень ценно. Участники чемпионата Азии по велоспорту на шоссе делятся своими впечатлениями о соревнованиях и о столице Таджикистана Душанбе. Прекрасная организация. Я в велоспорте много лет и могу сравнивать. Есть чем сравнивать с соревнованиями самого высокого уровня. Прекрасная организация, очень теплый прием, прекрасные дороги, питание, отели, четкость встречи, получение багажа. Транспортная составляющая, приезд в отель, приезд на старт, отъезд со старта, оцепление по трассе. Но все службы работают на самом высоком уровне. Без всякой лести и скромности могу сказать, одна из лучших организаций. Мы ехали командную гонку, тоже заняли первое место. Сегодня я ехал индивидуальную гонку, была 24 километра. Трасса то же самое, как на команде, уже трассу знали. Чуть погодные условия были, дорога мокрая, но ничего, в принципе, с этим справились. Работали в основном на равнине, как больше скорость поддерживал, такую в подъемчике отрабатывал.
Все очень хорошо прошло, организация очень хорошая. Каждый участник команды запускался по одному человеку и должен был пройти 24 километра как можно быстрее. Мы ехали все индивидуально, и каждый боролся сам с собой. Так получилось, что сегодня сильнейшая на этой трассе была я. В этом году это 3-я золотая медаль. Год только начался, и надеемся на азиатских играх показать самый высший результат, первые места, конечно же. Завтра, 29 марта, пройдут общие индивидуальные соревнования мужчины – 175 километров, общие индивидуальные соревнования среди женщин – 111 километров, общие индивидуальные соревнования среди женщин до 23 лет на дистанцию 111 километров. 30 марта состоятся общие индивидуальные соревнования среди мужчин, любителей и мастеров велосипедного спорта на дистанцию 111 километров. Шахло Бердиева, Шокир Саидов. Новости. В Берлине по инициативе посольства Республики Таджикистан, Федеративной Республики Германия с особым величием и в торжественной обстановке прошли 2 культурные программы, посвященные международному празднику Навруз. В праздничной программе приняли участие соотечественники, проживающие в Германии, научные и культурные круги, представители стран ареала Навруза, средств массовой информации, почетные гости и друзья Таджикистана. Посол Таджикистана в Германии Имомуддин Сатторов заявил, что Навруз является воплощением человечности, мудрости и добродетели, нравственности, просвещения науки, литературы и всех других сторон жизни таджикского народа. После завершения культурной части гостям были представлены разнообразные таджикские национальные блюда. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, мы следим за развитием событий, приятных вам новостей и до встречи.